Добрый день. Шадрин Виктор Леонидович, главный инженер открытого акционерного общества Ленское объединенное речное пароходство. По окончании средней школы приехал в Якутск поступать в наш университет. Не поступил, будем так говорить. Вместо ЕГУ пошел в ИРУ. Вот, первая же практика, да, понял прелести этой работы, все-таки природа, да, красивая Якутия же у нас, что там говорить, да, вот, влюбился в свою будущую профессию, и вот остался, так сказать, верен ей до сегодняшнего дня, будем так говорить. Дальше судьба меня занесла на Белую гору, директором Белогорского речного порта, 5 лет отработал, приходилось принимать такие вот решения неординарные, да, находясь вот вдалеке, потому что ремонтной базы там нет, отстойного пункта, такого нормального для безопасного стоя флота нет. Была эпопея у нас из-за мелководья на баровом участке реки Дигирка. Одна из СПНок, 699-я, находясь на расстоянии 200 километров от Белой горы, тоже села на мель, и также впоследствии после падения уровня воды тоже переломилась. То есть его нужно было поднять и выровнять, будем так говорить. Домкратами, понятно, в чистом поле, ни электроэнергии, ничего же нет. Все вот электростанции там тащили, людей там, все это дело организовывали. Я как бы сказал, что мы это судно поднимем на городки, выправим, значит, и сделаем. Никто не верил, но мы это сделали. Любимая работа, нравится, что тут скажешь. Тяжело, я не говорю, что все так, оно, как говорится, как по маслу идет. Как тельняшка у нас речная, белая, черная полоски, да. Уникальность еще заключается в том, что у нас ремонт судов в зимний период производится путем ледокольно-выморозочных работ. То есть первоначально после ледостава надо участок, который предполагается выморозка, да, надо подметать. Каждый день надо подметать, чтобы снег же идет все равно, изморозь, чтобы лед был постоянно идеально чистым, чтобы лучше промерзало. И вот подметаешь, пока полотно не промерзнет там сантиметров 40-50. Потом пилой запиливается, значит, выбрасывается, удаляется этот объем. И дальше опять надо подметать, чтобы оно лучше прорастало. То есть вроде просто, да, а тут надо как бы, определенные навыки иметь. Опытные бурочек, они где-то 3-4 теплохода берут, как бы за зиму 3-4 теплохода вымораживают. В Ленском речном пароходстве я работаю всю свою жизнь. Одна запись в трудовой книжке лорд, других нет. Жена, 2 сына, на танке 1949 познакомились. И вот я был мотористом, она поваром. Познакомились. И она тоже много лет работала поваром. На судне потом перешла в детский сад воспитателем. Также всю свою жизнь отработала в Житае. Дети, младший сын на Житайском заводе работает, старший мастером судокорпусного цеха, тоже по моим стопам пошел. Старший в правоохранительных органах работает, здесь тоже в Якутске. 3 внука, 2 сына. В общем-то. Во всяком случае, ни о чем не жалею, что выбрал эту профессию, что остался здесь, в Якутии, не вернулся в Приморский край. Что все-таки, где я родился, говорится, и вырос, в общем-то, и не планирую пока никуда переезжать. В общем-то, все меня здесь устраивает, все нравится.